Всемирный день здоровья. Я желаю всем якутянам крепкого здоровья, чтобы инфекция, которая сейчас свирепствует по всему миру, нашу республику обходила стороной. У нас ситуация стабильная, она не поменялась по количеству заболевших. У нас их остается, вот как было, 15. Вот один анализ под подозрением, он еще обрабатывается в Новосибирске в лаборатории «Вектор». И сейчас у нас в больницах находится 8 заболевших. За прошедшие сутки еще один больной. Полностью проведение всех комплексных исследований, которые показали полное излечение, вчера выписался. Мы на неделе также ожидаем, что выписки выздоровевших у нас после коронавирусной инфекции еще будут. Также хочу сказать, что у нас вчера в республике первый день дистанционного обучения школьников. Практически 132 тысячи школьников у нас были в режиме дистанционного обучения онлайн и офлайн. Конечно же, определенные шероховатости были, но они связаны все-таки с внешними причинами, с уходом света, с какими-то обрывами оптоволокна на местах. Но в целом я считаю, что опыт удался, и мы будем в дальнейшем вот это наращивать. И уверен, что качество образования наших детей на высоком уровне мы, в том числе и через дистанционные формы обучения, сможем сохранить. Вот. Ну а в тех труднодоступных населенных пунктах, где у нас интернета нет, для 12 тысяч детей сейчас организовано уже очное обучение группами по 12 человек с соблюдением всех норм социального дистанцирования. Это тоже считаю важным, тем более, еще раз говорю, для труднодоступных сел, в которых мы очень надеемся, что инфекции нет и не будет. Хотел бы также сказать, еще отдельно отметить, что все-таки меры самоизоляции надо соблюдать. К сожалению, мы видим, что по Якутску определенное увеличение количества и пассажирских поездок, и увеличение количества людей в различных учреждениях, просто людей на улицах. Это недопустимо. К сожалению, нельзя говорить о том, что вирусная инфекция у нас в Якутии побеждена. Мы, наоборот, сейчас ожидаем, что в связи с достаточно большим всплеском в других регионах страны, все равно в случае завозной инфекции они в республике будут регистрироваться, к сожалению. И здесь всем режим надо соблюдать. К сожалению, даже те, кто приехал из-за границы, некоторые не соблюдают режим самоизоляции. У нас это все зафиксировано. Все те, кто приехал из-за границы, они находятся сейчас под наблюдением в рамках самоизоляции. И современные информационные системы, в том числе с использованием данных сотовых операторов, позволяют нам отслеживать их. И еще раз хочу сказать, что, к сожалению, не все из них соблюдают. Говорить же, что эти все люди здоровые до окончания карантина, мы никак не можем. И поэтому надо понимать, особенности людям старшего поколения, выходя на улицу, что они себя подвергают огромной опасности. Вот. Даже сегодня, например, после того, как мы начали всех приезжающих из других регионов уже тоже регистрировать, сегодня, например, с рейсов мы 7 человек с высокой температурой госпитализировали. Сейчас у них будут браться анализы на предмет наличия инфекции. Так? Но таких случаев каждый день у нас много. И еще раз повторяю, что людям надо требования по самоизоляции соблюдать. Вот. И это залог именно вашего здоровья, здоровья ваших родных и близких. И еще раз в День всемирного здоровья я обращаюсь к якутянам, к жителям наших городов, наших сел. Все требования по самоизоляции, особенности Якутск, Жатай, Мирнинский, Нерюнгринский районы, будьте добры, соблюдайте. Это очень важно и это очень нужно. Спасибо.